Исәнмесез, кадерле дуслар. Приветствуем вас, дорогие друзья! Минем исмем Рамил. А я Алина. Без икебез дә Халыклар дуслыгы орденлы Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле артистлары. Мы артисты Государственного ордена Дружбы народов ансамбля песни и танца Республики Татарстан. В нашем коллективе работают более 100 человек. А вы хотите узнать о них поближе? Тогда смотрите нашу передачу Творческая среда. «Иҗади чәршәмбе». Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл передач «Творческая среда». И сегодня у нас в гостях артистка танцевальной группы Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан Карина Хабибуллина. Карина, здравствуй! Я тебя рада видеть. Как от танцевальной группы я рада, что мы не только увидим, но и услышим артистов. Как у тебя настроение? Рассказывай. Взаимно очень рада, что меня позвали. Настроение прекрасное, готова рассказывать про свою жизнь. Это, конечно, здорово. Ну, давай, у нас традиционный вопрос. Откуда ты, как ты вообще пришла в этот мир танца и тому подобное? Ну, все начинается, соответственно, с детства, но танцевать я начала очень поздно. Нас 3 детей в семье. Я самая младшая, и у меня старший брат и сестра ходили в музыкальную школу, и у нас дома всегда стояла пианино, и я очень хотела на нем играть, так же, как они, но при этом старшие у меня не закончили музыкальную школу, но я прям очень рвалась, мне прям нравилось. И мы пошли в музыкалку, я прям допросилась, мы пошли в музыкалку поступать. Меня сначала не хотели брать, потому что ни брат, ни сестра у тебя не закончили, поэтому, Карина, ты тоже не закончишь. Нет, я закончу. И училась я там, ну, нормально. В какой-то момент моя двоюродная сестренка начала ходить туда же, в музыкальную школу на танцы. И я помню, мне нужно было ее подождать, и я сидела, ну, как за кулисами, получается, в зале сбоку, и я вижу, что у нее не получается, я прям в сапогах подошла к ней, начала ее прям исправлять, и говорю, там вот такая музыка, там же вот это нужно делать. И ко мне учительница потом подошла, приходи к нам на танцы, у тебя хорошо получается. Но я очень боялась почему-то подойти к маме, попросить. Но на что мне мама сказала, если хорошо будет у тебя идти в музыкальной школе, если ты потянешь все прям на лучший уровень, тогда ты начнешь ходить в танцевалку. И в итоге я начала ходить и продолжала ходить на фортепиано, танцевала. И, к сожалению, у меня заболела мама, и пришло время обустраивать детей. Старший у меня уже учился в Уфе, старший брат Тимур. Средняя сестра, она тоже училась и уже устраивала свою личную жизнь. Осталась я, самая младшая, мне было тогда, ну, наверное, лет 12-13, и маме уже нужно было меня куда-то обустроить, чтобы определить, да, чтобы знать, в какую стезю идти. Конечно же, мама хотела, чтобы я ушла в музыкальную стезю. И поэтому мы готовились поступать в Уфу, в средний специальный музыкальный колледж на класс фортепиано. И параллельно я хотела в хореографическое училище имени Нуреева, тоже туда старалась подготовиться. И большое спасибо маме, которая меня услышала. И я сказала, что если я не поступлю в хореографический, тогда пойду в ССМК. На тот момент она хотела, чтобы я наоборот постаралась поступить в музыкальный колледж, но и если не получится, то в хореографический. Но здесь она меня услышала, и я поступила в хореографический. Поступила не в 1-5, а у нас в 4-8, то есть я уже с опозданием поступала. То есть в 8 классе я поступала в хореографическое училище. Там меня смотрел Каримов Марат Аглямович.
Ну, не отдельно, там как бы мы первый тур, второй тур и третий тур, где-то там танцевальное, все посмотрели, и мне сказали, ну, у вас решает Каримов, иди к нему. А я сроду не знаю, что за человек, что за фамилия, и я просто стою на сцене. И ладно, благо он зашел, и такой, давай подходи ко мне. Я сказала, он меня спросил, ты умеешь турчики крутить? А у нас кроме шине ничего не было. Я говорю, а как это я шине умею? Ну, шине на месте. Я такая, не умею, но, наверное, смогу. И так вот мы остались. Так я училась, попала в его класс. Не была солисткой, но при этом на третьем курсе он меня заметил. У меня самая сильная сторона была в итоге поджатые. Вот. И с этими поджатыми меня заметили Айрат Ринатович и Лейсан Рашидовна. А вот для зрителей ты можешь рассказать про свое учебное заведение? То есть вот, например, там первый, там 4 класс или 5, это как у вас там было по распределению, какие там были, так скажем, ступени обучения? Поступают у нас в 1-5 класс. 1 класс хореографический, 5 класс общеобразовательный. И то есть дети с 5 класса поступают туда, и у нас там при нашем училище есть интернат. И дети вот лет 12-13 уезжают от родителей и начинают жить в училище, в общаге и учиться в училище. С 5 класса, получается, 1, 5, 2, 6, 3, 7. И вот в 4, 8 у нас идет распределение на народное отделение и на классическое отделение. Там уже у нас, а так первые классы все вместе учатся. Что про училище рассказать? Все равно бывает студенчество, оно такое достаточно яркое пятно в жизни творческого человека. Ну, на самом деле, если послушать моих однокурсников, которые, наверное, появятся здесь, то у них очень яркое было становление личности. Почему-то я была тихой, скромной девочкой, причем отличницей на тот момент. Почему? Потому что я в Сибае училась в многопрофильной гимназии. То есть там уровень от обычной школы, он выше. И я была прям вот средним учеником, вот прям средним. Ну и поступила в училище, стала отличницей. То есть одной из сильных на своем курсе. Поэтому и отличницей, и вроде тихоня, и не слышно, и не видно. Вот. Карина, ну после Нурийского училища теперь интересно, как ты попала в госансамбль? Да, это интересная история. Выпускной экзамен, приезжает к нам художественный руководитель Хамитов Айрат Ринатович вместе с Лейсан Рашидовной. И мы им просто показываем, не им, а пришли все, и другие коллективы, и Мирас Башкирский, и Гаскаровцы. И на тот момент мы отработали наш мини-концерт, скажем так. Потом мы все подписывали, помню, документы, потому что выпускающиеся должны 2-3 года отработать в каком-то коллективе обязательно. И это должны быть коллективы Башкортостана, и мне тогда еще тоже сказали, подпиши, и я должна была, наверное, в Стерлитамаке отработать несколько лет. И мне, помню, Марат Аглямович сказал, ну ничего, в Казань поедешь. Что за Казань? Что за коллектив? Я понимаю, что это Татарстан, а где это, насколько это далеко, я даже вообще не углублялась. И мне еще он сказал, что моя девичья фамилия Мустафина, и говорит, вот у меня там ученица Мустафина бывшая, но сейчас она замужем за худруком, поэтому вот туда пойдешь, если что. В итоге мы отрабатываем, и к нам подходит, нас подзывает 4 девочки, 4 мальчика, нас зовет Айрат Ринатович и говорит, вот, нам нужны новые танцоры, и расписали, у нас такие-то, такие-то условия, если вы согласны, приезжайте, мы вас ждем. И вот нам 16-17 лет, мы стоим, ну такие, ну да, согласны, наверное, потому что мы не знаем, что там вообще во взрослой жизни. И получается, что у нас выпускной 25 мая, и буквально через 2 дня мы приезжаем сюда, сразу же после выпускного.
Приезжаем сюда без ничего, только те вещи, которые у нас были в общежитии. И помню, мы даже у Гузель Абдулмукминовой все приехали 3 пары, 6 человек только, пока что, только 6 человек. И мы все даже у Гузель Абдулмукминовой занимали деньги, чтобы купить нам подушки, одеяло в съемную квартиру. Бытовые вещи. Да, бытовые вещи, потому что мы приехали налегке, мы не знаем куда, что это, и вообще работа. Для меня это было просто в никуда и в неизвестность. Но было очень интересно и страшно. Как коллектив вообще вас принял? Вот вы приехали. Какие у вас были первые впечатления? Было страшновато. Мы еще в первый день, наша первая классика, мы еще опаздываем. Ну, вообще мы не знаем город, нам как подсказали, где-то что-то приехали, на нас уже все так оценивающе смотрят, все ждут, классику без нас не начинали тогда. И все потихонечку мы вписывались в первую неделю нашу рабочую, вот мы в конце мая приехали, и вот где-то в начале июня, числа 2-3, Рейлям Хамдхановна привела людей показать наш ансамбль и как мастер-класс. И мне сказали, что на гармонии не было девочки, которая должна была крутить, поэтому будешь крутить ты. Но я пришла сюда с поджатыми, и поэтому я в гармоневском костюме прыгала поджатые. Благо, у меня забрали гармошку, чтобы гармошка мне по лицу не била. И это первая моя рабочая неделя. В выпускном экзамене... Айрат Ринатович. Да-да-да. На выпускном экзамене я прыгала поджатые, у меня на тот момент было 52 поджатых. И это, наверное, впечатлило Айрата Ринатовича, и мне кажется, только за это он уже был готов взять меня сразу в ансамбль. Но, как оказалось, у тебя появилось очень много, и я думаю, уже, наверное, внутри тебя было много разных качеств, которые ты уже раскрыла, и коллектив тебя уже знает по другим каким-то ролям, так скажем, эпизодам, и, ну и, конечно, вращению, потому что Карен — это действительно профессионал своего дела. Спасибо большое. Хороший учитель. Мы все, да, крутящие, дробящие были. Карина, история, конечно, вашего прихода необычная. Теперь же хочется узнать про первые гастроли и первые выступления. Ну, учитывая, что это был июнь, поэтому это были сыбантуи, их было много, но первые запоминающие гастроли это был Казахстан, то есть заграничные гастроли, прям такие большие, яркие. Мы, девочки, 17-летние, это был июль вроде бы, если мне не изменяет память. Мы со всеми вещами, все собрались, приезжаем в аэропорт, и когда мы проходим таможню, меня спрашивают, а где апостиль? Да, у меня такое же было, я не знала, что за слово, я просто поворачиваюсь, благо еще Айрат Ринатович рядом, я такая: Айрат Ринатович, а где мой апостиль? Он такой: что? И мы подняли всех на уши, министр культуры на тот момент тоже, замминистра, они этот вопрос открывали. Ну и в общем, нам нет 18 лет, и у нас нет документов, которые за нас, то есть на тех людей, которые за нас будут смотреть, потому что мы несовершеннолетние.
И прощались мы просто вот так вот нашему всему коллективу и мальчикам, которым на тот момент было 18 лет. И вот только девочек не взяли. Вот так ярко и запоминающе прошли гастроли, мы просто поехали домой. Ну и следующие большие гастроли, они сразу были уже в сентябре, это были заграничные, Бельгия, Франция. Вот там уже полным составом, уже со всеми документами мы поехали на автобусе, мы пробыли там, наверное, 2 недели только в Бельгии, то есть это 5 дней мы туда ехали, 5 дней на автобусе, все это с подушками, с одеялами, как это бывает у артистов. Запомнились эти гастроли, что мы прям по дороге учили 5 пар. Нам сразу поставили, мы прям на остановках, я взяла Лейсан Рашидовну, ну нам сказали, какое соло надо будет учить, и мы с Лейсан Рашидовной прям все, мальчики, девочки, и уже на первой неделе у нас сначала мальчики все встали молодые со старшими девочками, а потом нас поменяли со старшими мальчиками, мы девочки все выступали. Еще ветерок, вот все это было даже на остановках. И в общежитии, где мы жили по 2 человека, у нас там прям такие маленькие комнатки были у одной семьи, мы их крестными мамами, папами называли. Было очень весело и запоминающе, действительно. И еще очень яркий момент, когда мы выступали в пансионате, там бабушки и дедушки на нас смотрели. Помню, на этом концерте Айрат Ринатович мне сказал: Карина, давай, сегодня ты будешь крутить гармонь. Впервые настал твой звездный час. А там, соответственно, кафель, все полукругом сидят, то есть прям вот здесь вот и рядом, мы прям перед ними выступаем. Ну и, естественно, на крутке я подскальзываюсь, падаю, тут же встаю от гармошки, отталкиваюсь и продолжаю дальше, докрутила. Поэтому на всю жизнь я запомнила свой звездный час, мою первую гармонь-крутку. Карин, ну я думаю, ты иногда от руководства слышишь такое высказывание, что ансамбль – это наш второй дом. Согласна ли ты с этим мнением или как ты считаешь, как ты бы сказала бы? Я считаю ансамбль своей второй семьей, потому что перед 3-м курсом училища моей мамы не стало, и получается, я как-то потерялась, что ли, сама себя, вроде бы. И приходя сюда, ощущение было, что меня взяли под свое крыло. Я помню, наш ансамбль, единственный раз за всю жизнь существования ансамбля, единственный раз приезжал в мой родной город Сибай, и у меня бабушка приехала, прям очень хотела слова сказать, что большое спасибо, что вы взяли мою внучку, что под свое крыло, и я теперь вижу, и я уверена в вас. Большое спасибо, как говорили нашему художественному руководителю. Поэтому, да, я обрела новый дом здесь, в Казани. Плюс ко всему, еще и создала семью. Проработав какое-то количество времени, в ансамбль пришел молодой парень Руслан Хабибулин. Мы сразу были на одной волне, и теперь он мой муж. У нас большая семья, у нас 2 детей, мальчик и мальчик. Мальчик и девочка. Вот этой весной будет старшему 5, младший 3 исполнится, дай бог. Частый вопрос, который ты, возможно, можешь услышать от людей, и тем не менее мы тоже тебе зададим. Сложно ли 2 творческим людям быть в одной семье? Я начну немножко заранее. Я всегда хотела выйти замуж точно не за артиста, точно не за человека из культуры. Но звезды сложились так, и судьба сложилась так, что я неимоверно рада этому. Нам очень легко. Мы не устаем друг от друга. Наоборот, даже где-то нам не хватает. Особенно сейчас, когда я больше с детьми дома, а он все-таки выездной, гастролирует, и нам не хватает друг друга. Но это хорошее, кстати, у вас, ну, не знаю, как качество, что все равно в отношениях важно не только работа, да, и какое-то вот
стремление там сделать дом лучше, а именно какая-то эмпатия в том числе. Я думаю, без этого тоже никуда. Да, понимание и уважение – это очень явно. Вообще мой главный критик – это мой муж, только он мне говорит всю правду. Что, где, как не так, где как надо. Ну, с добрым намерением, конечно. Только за самое лучшее, потому что, ну, понятное дело, что он хочет, чтобы еще лучше было. Также и я к нему отношусь, также и обоюдно, в общем, друг у друга. Сейчас уже дети подрастают, и в скором времени мне тоже нужно будет выезжать на гастроли, но у нас есть очень большая помощь в лице родителей Руслана. Плюс ко всему, они живут от нас очень рядом. Мы взяли квартиру рядом с ними, чтобы всегда была такая сильная помощь, и мы в любой момент можем к ним обратиться. У меня не хватает слов благодарности, насколько я рада, что так все случилось, что меня приняли в эту семью, и что это моя семья. Я здесь, в Казани, в надежных руках, в большой и любящей семье. Я желаю вам с Русланом, конечно же, любви, гармонии, и чтобы у вас все сложилось и складывалось так же замечательно. Спасибо. Карина, вот еще интересно. У ваших детей, может быть, уже проявляются какие-то творческие способности? Замечала ли ты за ними? Да, я замечала, как ученица отвечает, да, учитель? Да, я замечала за ними. Да, они музыкальные, даже можно сказать оба, но у старшего пока нету никакого желания танцевать точно, ни желания петь, ничего. Но вот там, где мальчик прям, футбол, в карате, это вот что-то там такое. При этом у меня есть большое желание отдать на что-то музыкальное обоих детей. Также младшая, прям вот, можно сказать, прям с рождения начала двигаться в такт музыки, и она танцует везде и всюду, и подпевает, и микрофоны забирает, все детские, в смысле игрушечные. И в детском саду мы отдали ее в танцевальный кружок, и вот сейчас она очень с удовольствием ходит, для ребенка справляется со всем. Наша так умеет с вами веселиться. Салютики пустим маме. И еще салютик. А теперь приветики отправляем. Большие приветики. Лев, а ты приветик. Молодцы. Раз, два, три, четыре, Карин, пожелай нашим телезрителям что-нибудь, что ты хочешь. Проработав здесь 17 лет, хотелось бы пожелать артистам, которые нас смотрят, быть всегда вдохновленными, чтобы вот это огонечек внутри нас, который мы хотим передать нашим зрителям, никогда не погас, всегда получать аплодисменты и овации зала и получать от этого удовольствие, не уставать, не болеть, здоровье – это прям самое главное. И вам, наши телезрители, хочется пожелать добра, чтобы вообще все люди в нашем мире стали добрее, отзывчивее
и, конечно же, крепкого здоровья. Спасибо большое, что ты пришла к нам на нашу передачу. Спасибо большое. И до новых встреч!